Тихая моя родина, ивы, река, соловей. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тот погост вы не видели, сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители, это на том берегу. Ударский район Республики Коми похож на сказочное царство. На сотни километров просторы девственной тайги, уходящие за горизонт. Вокруг тишина и безмолвие. Здесь когда-то жили загадочные племена – чуть, которые в одночасье ушли в землю. О тех далеких временах местные жители рассказывают легенды и предания. Слушаешь их и понимаешь, этот таинственный край с деревнями, носящими непривычные имена, хранит вековую историю, где переплетаются вымысел и быль. Историю, у которой не будет конца. Ну вот 56 населенных пунктов на Ударе у нас. Половина из них не имеет никаких перспектив. Кроме тех людей, которые там либо по старости остались, либо просто остались из-за принципа своего. Почему? Потому что это их родина. И они никуда не хотят переезжать. У нас катастрофическая убыль коми-населения идет. 6 тысяч у нас осталось в районе, примерно, коми-населения. Всего 25 тысяч раньше было. Эта деревня была основана 2 столетия тому назад. Деревня очень интересная. Сейчас, как и многие российские деревни, она угасает. Если раньше тут вообще процветала жизнь, кругом были дети, слышны были детские голоса, вообще все кипело. Работали в совхозе работники, трактора, в леспромхозе все работало, то сейчас здесь такая страшная картина. Вот я каждый вечер выхожу, тут уже кромешная темень, и вообще очень мало огней. То есть здесь уже в каждом втором доме никто не проживает. Раньше меня все время ждала мама здесь. Но когда мама умерла, я долгое время не могла надолго приехать, потому что я как будто чувствовала себя сиротой такой. Но потом как-то себя взяла в руки, что теперь уже мои дети должны прилетать на мой огонек и приезжать. Поэтому я не могу допустить, чтобы вот этот дом совсем развалился. Я родилась в этом доме. Его строили моя мама и мой отец. Я же тут всю жизнь живу, никуда не уезжал. Только 3 года служил на Северном флоте, на десантном корабле. К примеру, вот эту деревню берем, Латтюга. Тут 350 человек раньше жили. Было 3 детских садика, начальная школа, 2 магазина, колхоз «Луч» был. Держали коров, овец и оленей 1000 голов держали. Сейчас ничего нету. Сейчас 25 человек осталось жить. Население это уезжает, не от хорошей жизни живет. Раньше объявили неперспективным Латтюгу деревню. Закрыли ферму, люди уехали. Закрыли детский сад, закрыли школу. Куда людям деваться-то? У всех дети. Человек ищет где лучше, а рыба где глубже. Ну, конечно, жалко. Это же наша родина. Вот мы, когда в школе учились, всегда преподавали вот историю Древнего Рима, историю Египта. А историю Родины нашей, вот этой Родины-то и до сих пор не преподают в школе. Родина-то отсюда начинается, не Родина не с Москвы начинается. Когда-то это было поле, на котором выращивали
картофель, ячмень, рожь. Я еще будучи подростком собирала здесь колоски, собирала урожай картофеля. Очень большой урожай, 400 центнеров с гектара. А сейчас уже 2 десятилетия зарастает травой. Если 5 лет тому назад эту траву еще скашивали для коров, для коз, сейчас уже и траву перестали косить. И остались только названия. Это поле на коми языке звучит Мыдыр-ыб, то есть поле по другую сторону. Наша деревня расположена в окружении 9 родников. И я, когда приезжаю, в первую очередь беру ковшик и прямо из ковшика пью. И чувствую, что вода наделяет какой-то особенной силой. Вот кругом леса, которые растянулись на десятки, сотни километров. Мы собираем ягоды, грибы. И вот ходить по той тропинке, по которой ходил на охоту мой прадед. Это все деревья, как бы, они свидетели вот тех наших родных прадедов, дедов. И это придает особую силу, особое настроение. Родился я в Винти. Родители все из деревни Кучмазерье, это на Ирве, приток реки Мизень. Первое было постоянное поселение, которое еще основал мой прадед Бурдов Леонтий Авросимич в 1666 году. Предки все-таки заложили ту основу, о которой сейчас вспоминать не просто интересно, а, скорее всего, очень значимо, ибо человек безродословный – это человек на полпути. Ведь в чем смысл жизни? В том, чтобы самого себя познать, а значит, не забыть свой род. Сейчас в деревне Кучмазерье 20 человек проживает взрослого населения. Раньше там было 178 жителей. Был колхоз, Красный Пахарь. Я помню, как мама рассказывала, в 1945 году, вот в День Победы, они были на заготовке дров, пришли, а дед там стоит у калитки и плачет. И они спрашивают, что случилось? А дед говорит, мол, дети мои, ведь война закончилась. Вот представьте себе, 112 человек ушло взрослого населения из деревни, а вернулись только 64. И то половина из них еще калеки, раненые. И собрались у колхозной конторы все люди, и председатель пересказал слова Левитана. Они были записаны на бумаге. Радио не было тогда, радио только было в райцентре. И вот передавали из уст в уста. И вот представьте себе, когда председатель говорил словами Юрия Левитана: «Внимание! Говорит Москва от Советского информбюро. 8 мая 1945 года представители германских вооруженных сил подписали акт о безоговорочной капитуляции. Победоносная Великая Отечественная война завершена. С победой!» То есть вот такие слова невозможно забыть. И их знали наизусть люди.
Здесь люди жили испокон веков. Деревне Патраков исполнилось 325 лет. Это возраст. Если говорить про другие деревни, где-то тоже за 300, за 250, 460 с лишним лет. Это памятник, пожалуй, единственный не только в районе, но и в республике, который установлен в честь основателей этой деревни. Эта деревня еще в 70-е годы прошлого века была включена в список неперспективных. И люди решили в 2013 году отметить юбилей этой деревни. И прежде всего они решили вспомнить выходцев из этой деревни, прославивших не только эту деревню, район, но и республику. 3 рода. 3 – это Покоми Котыр, которые являются основателями этой деревни. Это Гриш Ванеев Котыр, Даниил Ванеев Котыр и Опанаш Котыр. Кстати, я являюсь выходцем из очень известной родословной по фамилии Афанасьевых, откуда вышли и выдающиеся политические деятели, поэты, писатели, спортсмены. Это история, это энциклопедия своего рода. Я думаю, что каждая деревня достойна вот этого памятника. Дед Влас Лукич, участник Первой мировой войны. Он интересно еще попадал в плен. В плену их загнали в шахты и из шахты не выпускали. Там они жили, ночевали, работали. Из шахты выносили только мертвых и больных. И они потом с товарищем, чтобы спастись, решили не есть. Работали и не ели. Ослабели до того, что их признали больными и вытащили с шахты. Вот они так спаслись. Бабушка рассказывала, что царь назначил пенсию 6 рублей. Я потом, шутя, у него спрашиваю, а лошадь или корову можно было купить? Корову, говорит, можно было купить на 6 рублей. Вот, понимаете, государство богатое было, оказывается. Пысса, большая Пысса, в 19 году в июне месяце сгорела. Остался только один дом да церковь. Все имущество у людей сгорело. Ну, потом отстроились, а когда вот организовали колхозы, сверху пришло указание выявить 6 кулаков. Был Михаил Алексеевич Андреев, председателем сельского совета. У нас, говорит, нету кулаков. Недавно, говорит, деревня сгорела, какие кулаки у нас? Ну ладно, его с работы сняли, с партии исключили. Но он избежал репрессий, потому что попал под дополнительный призыв в армию. Молодой был. Потом поставили Степана Васильевича Логинова. Ему также дали задание 6 кулаков, он не нашел. Его просто с работы взяли и увезли с концами. Потом привезли кого-то. А куда денешься? Нашел. Этот дом построен более века назад. Его построил человек, который сам здесь толком не жил. Как только он его построил, пришла советская власть, его раскулачили. Здесь была в советское время почта, медпункт. Внизу 2 магазинчика. Это напоминание о том, какие замечательные люди проживали в нашем селе. Они умели все. И строить такие добротные дома, полезные обществу. Отца моего звали Иван Михайлович Бушенев. Вот 16-го года рождения. И, будучи учеником 2 класса, он был вынужден оставить школу, как сын кулака. В 1937 году их причислили к кулакам. У отца была обида, потому что перед его глазами, это была зима, стали всех выгонять на улицу, а больную мать стащили с печки и выкинули на улицу, прямо в снег. И вот у 9-летнего ребенка, он говорит, я встал на колени, и стоя на коленях, крича, прося, оставьте мать, больную мать. Но были такие времена, что это семья кулацкая, это кулаки, и их надо вообще выжить, чтобы
Следов не осталось от них. Но нашлись соседи, они приутили. Дом вернули после войны, когда отец вернулся в 1944 году раненый, защищая Ленинград, имея много медалей, орденов. Вот. И его кто-то надоумил написать письмо Калинину, старости Калинину. Вот. Он написал письмо, приходит телеграмма от Калинина, староста, где говорится, в течение 24 часов передать этот дом двухэтажный Бушеневу Ивану Михайловичу, участнику Великой Отечественной войны. В глубине Удырского района, среди девственной тайги, где за десятки километров нет никакого человеческого жилья, есть необычное место. Чтобы туда добраться, надо не менее часа плыть на моторной лодке по Мизени. Затем от берега реки идти по тропе к ручью, через который заботливо перекинут мостик. Дальше тропинка приведет к часовенке. В советские годы ее трижды уничтожали, но каждый раз ее восстанавливали. И один из тех, кто вместе с друзьями отстраивал ее заново, был Альберт Логинов. Местные жители стремятся сюда, чтобы поклониться православному монаху-пустыннику Иоанникию. Это местно чтимый святой. Где-то примерно, может, лет 300, вот период Петра Великого. Предание такое, что приехали два брата, два монаха. Один-то обратно уехал, а этот Иоанникий жил здесь. Ловил рыбу, помогал крестьянам, наставлял, может, духовно поддерживал их. Его уважали. И когда он умер, на его могилу стали ходить. Обращаться к нему за помощью, и до сих пор ходят. Есть тетрадки, люди со своими проблемами, со своими пожеланиями приходят и записывают. У некоторых муж пьет, просят помочь, вылечить его. Потом, если помогает, то приходят с подношениями. Ну, как у нас говорят, это не богатые подношения, но, как это в переводе означает, вуджар, то есть тень или что-то должен ты оставить там. Знак признательности. Ух, какой красавчик! Прямо на дороге. И люди не ходят, и машины не ездят. Ох, какой чистый. Зайчик здесь побывал, белочка погрызла, готовится к зиме. Мы же лесной народ. Испокон веков живем здесь, в лесу выросли, в лесу живем, в лесу и помрем. И лес – это наш родной дом. Для меня, скажем так, не буду, конечно, хвастаться, я могу просто без компаса в любом направлении пойти. Это у местных охотников это в крови. Этот дом, построенный моим отцом и мною после пожара, который случился в 1987 году. Сгорело 12 домов, в том числе и наш дом, огромный дом, двухэтажный, построенный еще моим дедом Михаилом. А отцу после пожара было очень плохо, потому что ему уже было 76 лет. Он участник двух войн – финской и Отечественной войны 41-45 годов. Папа воевал на Синявинских высотах и Пулковской высоте. И в последние годы он настолько стал подробно это рассказывать. Когда я прочитала у Чаковского роман, газету «Блокада», то все вот эти детали, моменты я уже слышала от отца. В 1943 году он уже в основном ходил в разведку с боем. И оказался от бомбежки, когда пришел в сознание, оказался в воронке, глубокой воронке. И вот шли тоже разведчики, знакомые, услышав стон, они просто подошли, увидели, и он говорит, просто попросил, вытащите меня отсюда. Те говорят, у нас срочное задание. Он говорит, только меня вытащите. Там, говорит, придут санитары, может, увидят, услышат и подберут меня.
Ну, те действительно протянули руку помощи, вытащили его. Говорит, ну, в теле, говорит, было 25 осколков в госпитале. Пролежал несколько месяцев. И все время вспоминал, что насколько внимательно относились к воинам, больным, что я, говорит, стонала, естественно, такие боли, и, говорит, мне принесли 25 подушек, перьевых подушек, и подкладывали под одну ногу, под другую, под локоть, под шею, потому что везде были осколки. И потом уже под конец, ну, медсестра, ухаживая за ним, задает вопрос, что еще вам? И он уже не надеясь ни на что, потому что он настолько был плохо себя чувствовал, говорит, ну, уже готовился к смерти. Говорит, ну, принесите мне репу. И на мое удивление, говорит, принесли репу. И вот после этого я, говорит, тогда еще сказал себе, если еще раз меня попросят, ну, и будет необходимость, и надо будет защищать Ленинград, я, говорит, с одной ногой, с одной рукой, но буду защищать этот Ленинград. Мама у меня родилась в 1924 году. Она у меня первая трактористка не только в селе, но и в районе. Все вот эти поля, которые сейчас зарастают, мне больно смотреть. Она одним трактором вспахивала. Она мне рассказывала, как рубили лес, как выкорчевывали. 30 человек на одно дерево свисали и выкорчевывали вот эти вот корни. Потом вот уже было вспахали, и вот получались поля плодородные. Теперь я смотрю, эти поля зарастают. Моя мама, она очень интересный человек, что она все умела делать. Вот как говорят, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Она вот из этой серии. Вот. Она умела и печь, и готовить, и вышивать, и вязать, и ткать. У нее одинаково хорошо в руках играли и топор, и иголка, и нитка. Я, когда хожу по этим местам, у меня такое ощущение, как будто я с мамой встречаюсь. Потому что куда ни посмотришь, там след ее руки. И очень хочется, чтобы деревня наша ожила. Надеюсь, так и будет. Тут же есть семга в реке. Есть и хариус, щука, окунь. Много поднимается. Как в деревне-то жить? Традиционными промыслами нельзя заниматься. Я, например, лодку делаю. Но чтобы лодку сделать, надо же древесину найти. Древесину-то я могу найти где-то, а определенный сорт и определенного качества елка нужна. Его же нет в той делянке, где дрова рубят. Его где-то надо найти, искать надо. Но по закону мне нельзя этого делать. Как сохранить традиции, если рыбу ловить нельзя, охотиться нельзя? А без леса это не коми человек. Леса нет, нет народа. Есть как бы гражданин, может, Российской Федерации, но нет традиций, нет наций. Самая первая книга у меня вышла «Ирвинское зазеркалье». Я там писал о людях, о простых деревенских людях, которые до сих пор и ныне многие здравствуют. Кто-то уже ушел из жизни, но все эти случаи и легенды, в том числе, я, ну вот так соединил воедино, чтобы показать деревенский образ жизни и вообще быть деревенский. Сейчас вот такая тенденция наметилась. Люди приезжают сюда, особенно пенсионеры, начали заниматься, возобновили церковь, потому что есть такая притча, что если у нас церковь действовать будет, значит деревня, в конце концов, она совсем не вымрет. Мы не дадим погибнуть этому селу, что обязательно село должно возродиться, потому что один, другой, вот если будут поддерживать эту мысль, а когда думаешь и мыслишь сообща, когда вместе мы думаем, это непременно должно исполниться. В это я верю. Я верю свято, потому что иначе быть не может.
Деревня – самый верный сторож давно забытой тишины. Там приближает каждый шорох в места волшебной стороны. Боюсь промолвить даже слово. Стою на светлом берегу. Тут колыбель всего мирского. То, без чего я не могу.